на политической и экономической среде проживает, и что его на сегодняшний день беспокоит. Поэтому некоторые вопросы и ответы буду ставить тезисно, коротко, да, чтобы мы по времени успели. Буду зачитывать. Ислам, известно, является по своим направлениям догматики, в богословии, культовой практике очень дифференцированным. Мусульманское население, которое живет в районах западного мира, Западной Европы и Соединенных Штатов Америки, проецировано на разногласия внутри мусульманского общества. Западный мир активно работает над созданием, и это сегодня у нас очень модная тема, европейский ислам. Создает мечети только для женщин, например, в Калифорнии, США. И пытается, извращая ислам, всунуть его в ложе своих интересов и вести его таким образом, который не соответствует реальной жизни и действительности. Ну и, соответственно, мы можем, сравнивая это, видеть на яркие примеры из сегодняшних событий, которые происходят в Западной Европе, которые произошли во Франции. И мы можем говорить о радикализации общества, мы можем говорить о проблемах и давлениях внутри общества, европейского имеем в виду, и мы можем говорить о проявлениях радикализма. Например, сильная организация радикальная Пегида со штаб-квартирой в Дрездене в Федеративной Республике Германии. Вся работа этой организации поставлена на том, чтобы проявить недоверие к мусульманской общине, живущей в западном мире, и проявлять давление в вопросах, как искусственное создание вопросов ксенофобии. Отношение к мусульманской общине, к мусульманской культурной среде, как правило, в подсознании западноевропейцев несут следы недоверия, исходящего из чувства превосходства европейцев над мусульманским миром, из убеждения того, что европейская культура и цивилизация являются наиболее прогрессивной для всего человечества. Но при этом они рационального объяснения этому не находят. Конечно, было бы ошибочно отрицать ценности и достижения Западной Европы для своих граждан, которые они сделали в области всеобщего образования, в области достижения науки и в области защиты граждан в сфере социальной жизни. Но, к сожалению, в средствах массовой информации западного мира нередко опубликовываются поверхностные статьи и социологические исследования по изучению общественного мнения, в которых часто используется отрицательный образ иммигрантов и мусульман в частности. Большая часть европейцев не имеет даже элементарных понятий об исламе, имеют ограниченный доступ к информации о жизни и деятельности мусульманской общины, содержат лживые информации, которые пользы не приносят. Они вносят определенное напряжение в общую жизнь как мусульман, так и граждан стран, которые приняли этих иммигрантов. Исламские обычаи, религиозное мышление на протяжении столетий было в различных временах трансформировано. Однако фундаментальные основы ислама, столпы веры и по сей день несут в себе формирующего мировознания для 1,5 миллиарда населения нашей планеты. Почему это является возможным? Есть несколько ответов на этот феномен цивилизации. Реальная действительность и факты являются подтверждением тому, что ислам, его культурное наследие, оказывает большое влияние, которое оказывает воздействие на сознание, на умы и сердца людей. Чтобы не говорил очень много о востоковедах, о политологах и всякого рода специалистов по исламским вопросам, давайте посмотрим, как живет среднестатистический европеец. Что он знает, что он понимает и что он из себя представляет. Ну, так скажем, среднестатистический европеец, он живет в мультикультурализме. Мультикультурализм – это модель совместного проживания людей различных культур и религиозных конфессий в рамках правового государства, в котором каждому гражданину гарантированы его права и обязанности независимо от происхождения и вероисповедания. К культурным различиям, к иммигрантов и лиц иных народностей должны бы относиться с толерантностью и также не оказывать им ограничений при сохранении их собственной идентичности и сохранении традиций и собственной веры. Но отношение европейцев к вопросам
собственного вероисповедания и религии. В вопросах веры среди населения средней возрастной категории можно говорить как о людях, которые в своем большинстве не отрицают Бога, существование Створителя. С этой точки зрения можно говорить как о позитивном факте. Но именно эта возрастная группа людей, это население, чаще всего критически высказывается о деятельности церкви, которая должна была бы быть и стоять на страже нравственности, морали, семьи, культуры и доносить истину, и гласить богобоязненность. Общественность в западном мире становится свидетелями упадка церкви. В средствах массовой информации освещаются события, которые не могут беспокоить каждого судного человека, для которого понятие чести и морали, духовности еще представляет на сегодняшний день большую человеческую ценность. Негативные явления, которые происходят в католической церкви, в частности, скандальные факты о педофилии среди священнослужителей, подозрения в отмывании денег Ватиканом, нетранспарентные финансовые операции, неспособность церкви оказывать влияние на укрепление семьи в совокупности с потерей нравственности и морали ведет к потере авторитета церкви. Как себя ведет европеец в соблюдении своих принципов христианской религии и традиций? Можно говорить как умеренном разделении. Все это зависит от регионов. От умеренного соблюдения принципов, то есть на праздники, на Рождество, на Пасху, и аж до экстремных, которые требуют, чтобы католическая вера была обязательным предметом в школе, и она граничит с христианским фундаментализмом. Европеец на бытовом уровне. Что ему известно? Если буду перечислять негативные факторы, то это очень много. А когда его спросишь, откуда у него такие информации, чем он может оперировать, на что он опирается, у него ответ короткий. Видел на ютубе, прочитал на интернете, где-то об этом прочитал, но точный источник он вам никогда не скажет. Он будет склонен рассуждать о том, что мусульманин может легко пойти на насилие. Убежден, что у мусульманина это в крови. Но уже совершенно по-другому он будет смотреть на преступления, совершенные, например, экстремистом Андерсом Брейвиком, который, как известно, расстрелял 77 человек, молодых норвежцев, только из-за того, что он не был согласен с тем, что это люди молодые и слишком либеральные. То есть они слишком мультикультурализмы проявляют. Массовые убийства Брейвик не является исключением в Европе. Если мы прочитаем статистические данные, я постарался взять как можно больше данных, но из-за краткости времени будем говорить о том, что пишет полиция Европол Европейского Союза. 99,6% террористических нападений, совершенных на территории Европейского Союза, к 2010 году совершили именно европейцы, но не мусульмане. Если из статистических данных уберем небольшой процент психических и душевно больных людей, то получается, что нам надо бояться практически каждого человека, белой кожи, христианина, своего соседа и даже самого себя. Как правило, у европейцев базовые данные, знания по политической географии ограничены Западной Европой и, в крайнем случае, еще Северной Америкой. Но если вы его спросите о мусульманах и о мусульманском мире, он даже не может себе представить, что мусульман 1,5 миллиарда, это люди разных народностей, цвета кожи и проживают на огромной территории и на разных континентах и на разных концах планеты. Что дает европейцу интернет и средства массовой информации? Нередко в средствах массовой информации в интернете появляются материалы с таблицами, диаграммами и диаграммами о демографическом развитии и опасности, которые представляют мусульмане для Европы. В материалах представляют данные о эмиграции мусульман, об уровне рождаемости и дальшие факты. В подобных материалах подводят итоги о последствиях исламизации Европы к 2050 году. Материалы подобного рода – это чистый вымысел, который далек от действительных данных и не содержит правдивых информаций. Европейская комиссия и подчиненные ей агентства статистики Евростат негативно относятся к подобного рода материалам и статьям, которые публикуют и манипулируются данные с неправдивыми информациями, не имеющие ничего общего с реальными цифрами. Надо заметить, что средства массовой информации довольно часто, особенно в вечернее время, в программах новостей уделяют много времени ношению бурки, хиджаба, платков, как одевается, уделяет время всевозможным малым сектам, террористическим организациям.
Но в то же время в средствах массовой информации вы никогда не найдете, чтобы было уделено достаточно времени, чтобы те мусульмане, те члены мусульманской общины, которые успешно интегрировались в европейское общество, культурно-политическую, экономическую жизнь, чтобы они могли как бы это презентовать и могли рассказать о том, как они живут и сохраняют традиции, свои обычаи и веру своих отцов. Но что может дать ислам для европейцев? Есть хорошие примеры из совместного проживания мусульман в Хорватии, где 88% составляют католики, 4% православные, 1,5% мусульмане. В этой стране вы не увидите конфликтов, вы не увидите напряжения. Почему? Потому что мусульмане в Хорватии живут уже более 300 лет. Хорошие примеры из совместного проживания — это мусульманская община и татары, которые проживают в Польше. Есть и примеры, которые говорят о интеграции мусульман в татарское общество и о том, что мусульмане, татары, которые живут на территории Польши более 600 лет, очень хорошо интегрировались и живут в польской общественной жизни. Даже если исламофобия, которая стала устойчивым трендом в современной Европе, не меняет отношение к полякам, к татарам. А теперь, что может нам дать ислам? Многие европейцы и люди, которые живут в странах западного мира, они не понимают ислам, и они ислам воспринимают как восточный базар. То есть, что хочу, то и могу из него брать. Но совершенно не могут даже представить, что ислам — это прежде всего духовная жизнь, которая оказывает существенное влияние на семейную жизнь, которая оказывает на общественно-политическую, на экономическую жизнь, на общую жизнь общины мусульман. Не могут представить, что для мусульманина ислам — это не только правовые нормы, но это также решение вопросов сложной повседневной жизни, человеческих взаимоотношений, отношений к нарушителям закона и, конечно же, отношения с государственной властью и решение вопросов, касающихся взаимоотношений с представителями иных конфессий. На эту тему можно говорить очень много, поэтому в заключение я бы хотел сказать только одно. Что можно сделать, чтобы мы смогли друг друга понять? Ключом к добрым взаимоотношениям является необходимая открытость христианского общества, его готовность к толеранции иных религиозных конфессий. Желанием христианского общества предоставить мусульманской общине возможность для успешной интеграции в культурно-политическую, экономическую и общественную жизнь. А для этого необходимо больше встречаться, больше говорить, уметь находить то, что людей всегда сближает. На этом бы коротко, чтобы не задерживать. С этого места я бы от представителей словацкой общины хотел бы поблагодарить руководителей Ак-мечеть и Рустама Хазрата за предоставленную возможность быть здесь на конференции, а также познакомиться с интересными людьми, а также поблагодарить за моральную поддержку в области изучения Корана, в изучении исламского права, его основ. Спасибо за внимание.